Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь для Девы, сентябрь 2020 года. Давайте посмотрим, какой это будет месяц. Это у нас карта месяца общая. Это первая часть месяца, середина месяца и окончание месяца. Так, колоду перевернула. Теперь посмотрим 3 карты на отношения, 3 карты на работу, 2 карты на финансы, здоровье и итог месяца. Итак, у нас карта крест выпадает девам на весь месяц. Это значит, что будет очень много изменений, которые полностью жизнь представляют другой, да. То есть карта говорит о том, что действительно судьбоносное время для вас, действительно время, когда нужно будет либо на чем-то поставить точку, либо, может быть, начать там новое дело, обучение. Для кого-то это будет новые отношения, которые надолго. Для кого-то это будет брак. В общем, что-то очень-очень важное, что жизнь поменяет. В начале месяца выпадает карта «Дом». Это значит, что вы будете чувствовать себя очень комфортно, вы будете чувствовать себя здоровыми, вам будет хорошо, уютно рядом со своими близкими. Карта «Дом» не только говорит о недвижимости или о семье, она также показывает и состояние здоровья. То есть наше тело как наш дом, да, тоже очень хорошее здоровье может быть по этой карте. А если вы в отпуск собирались, да, то тоже прекрасная возможность отдохнуть, потому что здесь вот дом как раз такой расположен, видимо, где-то в деревне или где-то на природе, весь в цветах. И, скорее всего, будет очень хорошее время для того, чтобы отдохнуть. Может быть, кто-то из дев будет в отпуске, да, в это время. Вторая часть месяца, середина месяца, выпадает карта «Письмо». Значит, здесь уже начинается какая-то активность, особенно в плане информации, в плане общения. Может быть, уже накопились какие-то дела, их нужно успеть сделать. Может быть, нужно оформить какие-то бумаги. Может быть, здесь вы планируете что-то очень важное для себя. В общем, карта, которая говорит о том, что очень много будет коммуникаций и очень много будет зависеть от того, насколько тщательно мы все делаем, насколько концентрируемся на своей работе или насколько тщательно проверяем бумаги, чтобы не допустить ошибок. Также карта и денег может быть это деньги на карточку, может быть это деньги в конверте, может быть это как подарок деньги, тоже такое вполне возможно. Может быть какая-то награда или может быть диплом кто-то будет получать, какую-то грамоту. Время для оплаты счетов, время для того, чтобы разрешать какие-то вопросы, связанные с ошибками в документах, время оформлять какие-то документы, может быть, личные даже, допустим, паспорт или еще что-то в этом роде, да, может, для кого-то это будет важно. И окончание месяца, здесь выпадает карта крысы. Здесь, скорее всего, будут сложные моменты в конце месяца, когда нужно будет преодолеть какие-то, скорее всего, сложные времена. Может быть, будет что-то не получаться. Особенно работы очень часто касается эта карта. Это может быть какие-то перестройки на работе нежелательные, да, это может быть какие-то потери в деньгах, может быть уменьшилась зарплата. Или может быть в коллективе что-то не ладится, вот как бы крысы в коллективе, да, вот может быть такое, что кто-то за спиной что-то делает или даже в открытую нападает. В общем, карта, которая говорит о том, что будет сложное это время, но любую карту всегда можно использовать на благо. Как это сделать? Выбирать для себя такое поведение, которое нас не разрушает, да, то есть не впадать в отчаяние, не раздражаться, если устали, отдохнуть, не идти на конфликты в команде, организовывать как-то очень тщательно свой трудовой график, да, вот этот процесс производственный. Также не поддаваться никакому разочарованию, в общем, настроиться сразу на то, что вы сильные, да, что все эти мелочи, они могут вас выбить из колеи. Давайте посмотрим
отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта Аист. У вас реально может быть встреча с человеком, который издалека, либо, может быть, по пути, во время движения, да, поездки какой-то. Вполне возможно, в другом городе, в другой стране может встреча произойти. Для тех, у кого есть пара, выпадает карта Гора. Но здесь можно это расценить как предупреждение о том, чтобы мы не возносились, да, чтобы мы не ставили себя выше партнера. Это раз. Во-вторых, может быть, чтобы мы перед партнером не ставили каких-то задач, которые он не способен выполнить в данное время. И также карта говорит о том, что не нужно идти в отношениях напролом, да, что нужно обходные пути искать. И еще эту карту можно расценить как совместное планирование будущего, да, чтобы мы точно понимали, куда мы вместе идем. Это тоже как-то поможет в отношениях. Ну и вообще карта Гора может говорить даже просто о отдыхе в горах или возле гор. Допустим, когда на море едем, там очень часто как бы вот рядом горы, да, и вот может быть это просто природа, которая вот описана этой картой. Кроме того, здесь может быть поддержка. Может быть, потребуется поддержка вам от партнера. Может быть, ему потребуется поддержка вот именно в этом месяце. Ну вот у вас, допустим, здесь есть крысы, да, в конце месяца. Может быть, вам как раз от партнера и потребуется поддержка, и не нужно бояться ее принимать, да, или даже говорить о том, что вам это необходимо. Для тех, кто в ссоре, также карта Гора выпадает, но здесь гора такая более пологая, да, ее гораздо проще преодолеть. То есть, в принципе, есть проблемы, есть сложности, да, но если очень терпеливо подойти к вопросу, не спешить как-то сразу, быстро вопрос решить, найти взаимопонимание, в общем, нужно время, да, для того, чтобы помириться. Если вот все это учесть, то вполне возможно, вы здесь вместе останетесь. Но, опять же, Гора говорит о том, что у вас должны быть совместные какие-то цели, планы, смыслы, понимание жизни и так далее. Посмотрим работу. Так, для работы выпадает у нас карта Букет тем, кто ищет работу. Карта очень хорошая. Карта говорит о том, что у вас наконец-то сбывается ваша мечта найти работу. Но, скорее всего, это будет не та работа, о которой вы мечтали, да? Это будет не та работа, которую вы планировали на будущее, а это то, что вы уже делали когда-то. Либо вернетесь на прошлое место работы, либо это будет такая же деятельность, которая вам привычна. Но в любом случае вы тут решаете вопрос. А для тех, у кого есть работа, выпадает карта Дороги. А это значит, что вам придется принимать какое-то решение, но оно будет довольно легко вами принято. То есть для вас это как будто бы очевидно. Кроме того, может быть, будет кто-то вам помогать в ваших делах. Да? Те люди, которые уже когда-то помогли, те люди, которые уже в сложные времена какие-то были рядом. А также эта карта возможностей, да, то есть может быть действительно что-то новое приходит, тем более тут рядом у нас карта звезды и букет, да, может быть или новое предложение, или может быть вы как-то улучшаете, совершенствуете свои уже прошлые достижения вот именно в деятельности, да, но в любом случае здесь вот у нас идет дорога к лучшему, к будущему. А что еще можно сказать по этой карте? Здесь, знаете, карта непредсказуемых каких-то, непредсказуемого развития событий. Скорее всего, у вас здесь какое-то обновление, может быть связанное с обучением, может быть связанное с переездом на новое место, удаленная работа или еще что-то в этом роде, но скорее всего то, что вы не ждали. И для тех, у кого свое дело, карта звезды выпадает, и она говорит о том, что у вас кардинально могут быть перемены в делах в сентябре месяце. Что это может быть? Это может быть открытие какого-то нового направления, да? Может быть то, о чем вы давно мечтали, что запланировали. Или может быть новый финансовый доход у вас какой-то. Может быть то же самое вы делаете, но финансы как-то по-другому организуете.
А может быть, вы привлечете к себе каких-то специалистов очень крутых, хороших, да, звезда выпадает. Ваша репутация может как-то взлететь, возрасти. И вообще это вот новый поворот вашей деятельности. Посмотрим финансы. Так, что они у нас перевернулись? Вот так, те, кто на зарплате. Тучи выпадают, то есть здесь с деньгами действительно могут быть беспокойства, могут быть задержки, может быть какая-то неопределенность, когда выплатят, сколько выплатят. В общем, какие-то трудности, связанные с финансами. Но может быть даже и какая-то ошибка в документе финансовом. Посмотрите, может быть, допустим, неправильно посчитана ваша зарплата. Тоже такое здесь возможно. И также, может быть, из-за денег вы можете как-то поспорить, поссориться на работе, да. А также еще, если говорить не только о зарплате, да, если, допустим, у вас деньги там общие в семье, тоже может быть сложность в том, что нерегулярное поступление денег и какие-то переживания по этому поводу. Для тех, у кого свое дело, карта метла, ну, можно напрямую сказать, да, что можно грести деньги, скажем так, но не метлой, не лопатой, а метлой, да. В общем, в принципе, может быть очень хороший доход здесь, а может быть вы как-то проанализируете свои финансы, уберете из них лишние расходы по метле, да, и, может быть, запланируете как раз вот, как по-новому вы будете распоряжаться деньгами. В общем, по-любому здесь у нас какой-то пересмотр будет финансов. И это либо будет новое направление, либо вы уберете те лишние расходы, которые вот забирают у вас деньги. Так, теперь карта здоровья. У нас клевер. А это значит, что здоровье будет великолепное у дев в этом месяце. Если кто-то болел, это выздоровление. Карта клевера – это когда у нас организм работает сам, да, то есть когда у нас вот эти целительные силы в организме, они сами борются с болезнью. Ну и, конечно же, если мы лечимся, то лучше травками какими-то, да, или вот природными какими-то лекарствами, или, может быть, просто почаще бывать на природе, прогулки и так далее. То есть вот подышать свежим воздухом, поехать на выходные куда-то отдохнуть, или, может быть, вообще это время использовать как отпуск для того, чтобы восстановить силы. И по итогу месяца выпадает карта письмо, но это не одно письмо, да, которое у нас показывает середину месяца, это большое количество информации, это то, что меняет нашу жизнь, это то, что дает возможность выбора, да, мы можем быть посредниками между кем-то, мы можем получать информацию какую-то, чтобы решать вопросы на работе, мы можем открывать новые направления в финансах, для нас вдруг становится понятным, как больше заработать, мы получаем известия о своих близких, мы знакомимся, мы переписываемся по каким-то важным вопросам, то есть вот большое значение будет иметь информация, будет иметь, скажем так, бумаги, да, то есть оформление бумаг, вот все, что вы планировали в этом месяце сделать, вы это сделаете и будете очень довольны месяцем, дорогие девы. Друзья, желаю, чтобы только хорошее сбывалось, желаю вам всего самого наилучшего, всего вам доброго, до новых встреч.